Курочка делает ко-ко-ко, лягушка делает ква-ква. Это знают все. А наш герой знает, как делают мегалодон и аксолотль. Большой друг фауны и знаток всех животных на земле. Албан Али Алим Улу. Привет! Привет! На тебе колпак. Это подарок. Понял. Ты неправильно одеваешь. Я еще не успел. А как надевать? А, вот так вот, да? Это Да. киргизское, да? Национальное что-то? Ага, я понял. И как надевать? Ну, вот Давай. так. Давай. Уа! Нормально я сейчас, да? Я похож на киргиза? Ты же не киргиз, но похож. Но похож. Ты говорил, что я знаю, что как делают аксолотли. Аксолокли. Аксолотль! Господи. Ну подожди, сразу про своих животных. У тебя такое длинное имя, как тебя называть правильно? Албан Али просто. А что означает Албан Али Али Мулу? Алба Да. означает премьер-министр, а Али означает великий. Ну, значит, переводится великий премьер-министр. То есть я правильно понимаю, что Дмитрий Медведев, он полный Албан Али, да? Но он же премьер-министр у нас. А я и в жизни премьер-министр. Ты премьер-министр чего? В классе. Слежу за порядком, провожу уроки вместо учительницы. А учительницу ты сверг? Она сама раздосает. А у вас президент есть? Да. Или у вас парламентская Он республика? не главнее меня, потому что я провожу уроки, а президент нет. Мне больше работы дают. Ты давно уже, да, занимаешь эту должность? А ты думал насчет, может, какого-то преемника найти? Ну да, у нас 10 помощников. 10! И у президента тоже 10. И у него еще 10? А есть просто люди в классе? Да, ученики. Нас в классе 33 человека, считая Артема и меня. А Артем это президент, да? Так я и считаю. Смотри, у тебя 10 помощников, у него 10 помощников, вас двое. 22 человека это только штат управляющий. И вы управляете оставшимися 11 людьми. Потому что Несчастные... только те 22 человека управляют, ну, которые самые аккуратные, чистые. И вы управляете 11 неаккуратными, грязными, несчастными учениками. А самый из них плохой, это... Ну, я забыл его имя, но он хулиганит. Ты вовремя забыл его имя. Да, это очень дальновидно. Чувствуется, что ты политик. Он много хулиганит. А ты не думал набрать еще по 5 помощников, тебе и Артему, да? Итого останется только один хулиган, а вы, 32 человека, будете им управлять. Не сможет. Почему? Они же хулиганы, из-за этого они будут просто... Слушай, ну серьезная ситуация. Я даже забыл, с каким умением ты к нам пришел. животными. Смотри, как у тебя сразу лицо так вытянулось, погрустнело. Мы можем дальше про политику. Тебе с людьми интереснее, мне кажется, чем с этими мегалодонами. Мегалодоны весят 100 тонн. Да ладно! А когда ты вырастешь, кем ты станешь? Я еще не выбрал. Кто говорил, что хочу стать снегоуборщиком? Что говорил, что хочу стать тем, кто изучает животный мир. Но лучший способ зоолог. Зоолог — это те, которые изучают животных. А я как раз поэтому мастер. 100%. А у тебя есть братья, сестры? На
7 человек. 7? 7. 2 сестры, 2 брата, 1 я, Аташка и мама. Аташка это кто? Это вон сидит. Пап, ну, по-кыргызскому это Аташка. Ну, мне как неудобно твоему отцу говорить Аташка. Как зовут папу? Алим? Алим. Здравствуйте, Алим. Здравствуйте. Он правда рассказывает, что он премьер-министр там в школе? Ну, видимо, раз рассказывает, так и есть. То есть вы особенно не проверяете, да? Ну, зачем? У вас большая семья, у вас все дети такие бойкие? Ну, когда маленькие, бойкие, потом немножко успокаиваются. Ну что, я предлагаю вместе с тобой сейчас проверить твои знания животного мира и отправиться вместе в сафари. Ты готов? Итак, мы с Албан Али, Алимом Улу отправляемся в Просто Албан. Мы с Албаном отправляемся в увлекательное путешествие по дикому животному миру. Пойдем. Посмотри, какое сафари мы тебе подготовили. Давай прям сразу пойдем. Это кто? Фламинго. Угадай, какого они цвета, когда рождаются. Когда рождаются? Зеленые? Цвета хаки? Серые. Серые? Да, потому что потом они много-много съедают морепродуктов и становятся розовыми. Вот, попробуй. Хочешь идти на карнавал, но не хочешь краситься, просто съесть морепродукты, идешь на карнавал, а ты весь розовый. Я тебе могу сказать, что с карнавалами мы еще можем решить проблему в Москве. У нас косяк с морепродуктами. Так, пойдем дальше. Это кто? Ты сам угадай. Ну, как ты думаешь, оранжевая? Ну, вспомни мультик про колобка, который попал ей в рот. Лиса? Нет, Как нет? красный волк. Красный волк? В той стране, где они живут, Так. много людей охотится на волков. А красный волк притворяется лисой. А лису там в тех местах нельзя убивать. Из-за этого люди просто подумают: а, лиса, не будем убивать. Давай лучше найдем волка. Хорошо, я понял. Это кто? А это мой любимчик. Он в конце. Я по порядку. От самого, которое мне не нравится, от того, кто мне лучше всех нравится. Давай лучше этого. Так, этот тебе не нравится. Кто это? Расскажи. Хамелеон. Так, чем он примечателен? Вот. Он может в любую сторону поворачивать свои глаза. Значит, к нему невозможно подкрасть. Ну, вот так. И он умеет менять цвет. И не только цвет, но и форму. Вот когда у меня фотосессия, я тоже так все в себя втягиваю, чтобы ничего не выходило. Я так застываю. Да, вот так. А потом мне еще в фотошопе цвет кожи меняют, и бока вот так вот суживают. Ну, давай дальше пойдем. О, Ой, я это боюсь, это кто? Кто это? анаконда в длину достигает 20 метров. Мать честная, зачем? Для больших змей зачем нужен яд? И так понятно, большие, значит сильные. Они съедают целиком. Вот. Целиком. Даже ничего не жуют. Просто оп, и все, даже ничего не жуют. Мне кажется, у тебя столько знаний, они даже в твоем теле не помещаются, они рвутся наружу. Слушай, круто. А это кто? Насать, посмотри на него нос. А ты вообще считаешь, это справедливо вот так вот оскорбить животное таким названием? Но его нос очень сильно помогает. Чем? Вот. Самец вот так привлекает самок своим громким он,
Кого? Уши закрой. Давай, я закрыл. Вы тоже все закройте. Закройте. Сейчас будет громко. От греха подальше. Так, давай. Все закрыли. Ты знаешь, ты так мощно крикнул, даже не помогло. А самки, которые очень-очень далеко стояли, говорят, я пойду к нему. И идут. И они оба женятся и рожают детей. Самцы так привлекают самок. И те идут на спаривание. Да. Они очень далеко прыгают. Носачи могут прыгнуть в длину около 5 метров. Смотри, допрыгивать до самки нужны сильные ноги. Кричать нужны хорошие связки. Вот эта бульба у него висит. Чем она ему помогает? Он летит, она мешает, болтается. Он кричит, она звук глушит. Нос-то ему зачем? Именно благодаря носу они громко кричат. Понятно, хорошо. Давай дальше пойдем. А вот это кто? Саламандра, что ли? Да. Да! Если саламандре срезать лапки, хвост, она восстановит. Но то, что аксолотль может, никогда не восстановит. Аксолотль это кто? Это та же саламандра, но если ей полголовы отрезать, она восстановит. Если все глаза вырвать, восстановит. Если весь мозг вырвать из головы, восстановит. А за сколько времени аксолотль восстанавливает свои органы? Ну, самое долго это мозг. Он его восстанавливает 7 дней. Некоторые люди за всю жизнь мозг не могут восстановить. Может быть, мы еще тапира не обсудили? Это тапир или броненосец? Расскажи. Броненосец. Броненосец? Самка броненосца имеет уникальную способность задерживать роды до 2 лет. А зачем она задерживает роды до 2 лет? Она шантажирует самца? В экстренных ситуациях. Если самец ушел в армию на 2 года, она... Не пущу! Я не знал, правда, это вообще жесть какая-то. И у нее эта броня крепка, как дерево. Ну, у медоеда это полностью. Давай. У него броня Это кто? класс. Но сначала вон того. Давай, сначала вон того. Это белоплечий орлан. О, Видишь, у него белые плечи. вижу. Не только белые плечи, у него еще белый зад. У всех орлов такой зад. Он живет в Японии. Да, а я думал в США. В Японии. В Японии. И он самая тяжелая птица из летающих. А сколько он весит? 25 килограмм. Это на 5 больше, чем я. Потому что я 20 вешу. Алим, скажите, где кнопка у Албана? А я болтун. А, ты болтун, ты не выключаешься никогда. Хорошо. Албан, дорогой, давай про 2 своих любимых животных. Это, да? Он самый быстрый на земле. Не Усейн Болт, а он самый быстрый. Да, его скорость 325 километров в час. Серьезно? Это, наверное, в свободном падении, когда он пикирует. А когда он ровно, тогда его скорость 180 километров в час. С ума сойти. А как он называется-то? Это кто? Сокол-сапсан. А, я знаю, я на нем в Петербург ездил. Слушай, а это кто? Твой любимец, кто это? Это самый любимый и самый сильный из всех животных. Он самый сильный на земле. Как, в смысле? Медоед. Медоед самый сильный? А чего в нем сильного-то? Он, правда, такого размера маленький. Так, и? Весит 10 килограмм. Но одного такого медоеда не могут победить
6 белых львов. Ты мне объясни, чем он силен-то, медоед? У него такая толстая кожа, не такая, как дерево, крепче. Ее не могут пробить даже пистолеты. Ты пробовал? Сделай такой пистолет. Давай. Отойди, я могу попасть в тебя. Дышь, 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 дышь. А! Спасите! Помогите! Это гениальное решение для российской армии. Батальон медоедов. Но можно потом... Да. Можно еще две вещи рассказать. Еще одно животное, которое тут нет. И еще передать привет моим родственникам. Давай, сначала начнем с животных. Кого тут нет? Креветка-богомол. Ну, ее называют лак-богомол, или креветка-богомол Арлекин, или креветка-богомол Павлиневая. А что в ней такого необычного? Она бьет силой пистолета 22-го калибра. Скажи, пожалуйста, а откуда такое сочетание фауны и баллистики? Что И это? вот, моргни один раз. Моргнуть? Давай. И вот, она за это время, за секунду она сделает 50 ударов. Еще вот, когда креветка-богомол еще не успевает делать удар, она так быстро бьет, что она создает красный пузырек пара, которая, когда заливается, делает температуру 8000 с плюсом градусов. Такая температура на поверхности Солнца. Да где же это проверить-то можно? Из-за этого сначала тем, кто вторгался в частную личность креветки богомола, сначала, пока она не сделала еще удар, нужно выдержать силу температуры Солнца, а потом пистолета 22-го калибра. Албан, дорогой, вторая часть марлезонского балета. Ты хотел передать привет родственникам. Давай. Привет, Бактара, и привет, Рустик, привет, Залиный Де, привет, Иланага, привет, Актан, привет, Айдин, привет, мама. Все. И главное, привет, медоед! Привет, медоед. Но сегодня медаль получает не медоед, а Албан Али Алим Улу! Медаль в студию! Конечно, жарко. Медаль. Вот тебе рюкзак со сладостями, держи. А можно посмотреть вот это? Конечно. Ой. Это тебе тоже. Это тоже тебе, забирай. Смотри, какой хороший бинокль. На. Это настоящий, по-моему. И вот тебе еще пса. Держи пса. Город Каракол может гордиться. Албан Али Алим лучше всех!